В октябре 1998 года в Грозном были похищены сотрудники британской компании Granger Telecom, а 7 декабря на трассе Ростов-Баку, недалеко от границы с Ингушетией, нашли их отрезанные головы. Ахмед Закаев о убийстве британских инженеров. История российско-чеченских отношений, а не только войн, просто изобилует фейками. Похищение и казнь 3 англичан и 1 новозеландца, инженеров, работавших в Ичкерии, над установкой Центра международной сотовой связи, неподконтрольной Кремлю, по приглашению правительства Чеченской Республики Ичкерии, и в наши дни не оставляет людей равнодушными. Британцы Петр Кеннеди, Дариан Хики и Рудольф Петчи, а также новозеландец Стэнли Шоу работали в Ичкерии по контракту с британской коммуникационной компанией Granger Telecom. Инженеры были похищены в октябре 1998 года. Их отрезанные головы нашли в Чечении, на границе Ингушетии, а точнее на трассе Ростов-Баку у станицы Осиновская, 8 декабря, а тела в январе 1999 года. Как заявил сразу же президент Аслан Масхадов, это была одна из спецопераций ФСБ России. Ахмед Закаев, в то время министр культуры, принимал деятельное участие в поисках инженеров. Здравствуйте, Ахмед Халидович. Большое спасибо, что согласились побеседовать со мной. Скажите, пожалуйста, как и когда были похищены инженеры? Здравствуйте, Татьяна. Ввиду того, что эти события были 20 лет назад, 20 с лишним лет назад, я хочу внести небольшую корректировку. В это время я был министром культуры, информации, печати и связи. И по долгу службы я с самого начала был вовлечен в работу с англичанами и с новозеландцем по установлению независимой связи в Чеченской Республике. Так как эти события на самом деле произошли давно, хотя вопросы остались, но я думаю, для многих совсем будет непонятно, если мы не объясним саму ситуацию, которая складывалась в тот период. Это было после Первой войны, 1996 год. В 1994 году Россия начала агрессивную войну против независимого чеченского государства, которая завершилась в 1996 году с полным выводом российских войск. Было подписано Хазаритовское соглашение, которое поставило точку на активных военных действиях на территории Чечни. В последующем, в 1996 году, было подписано ряд правительственных соглашений, но самое главное, в 1997 году, после вывода российских войск, под эгидой ОБСЕ были проведены свободные демократические выборы, выборы президента и парламента Чеченской Республики. И на этих выборах Аслан Масхадов был избран президентом Чеченской Республики Ичкерия. И в мае месяце 1997 году президент Чеченской Республики Аслан Масхадов и президент России Борис Ельцин подписали договор о мире и принципах взаимоотношений между Россией и Чечней, в котором говорилось, что отношения между Россией и Чечней будут строиться на принципах и основах и принципах международного права. И вот тогда, после подписания этого договора, журналисты на брифинге с министром иностранных дел России, с тогдашним, тогда это был Примаков, ему задали вопрос, потому что многие в мире расценили это как признание, очередной раз признание независимости чеченского государства российской стороной. И ему задали вопрос уже как по факту признания этой независимости, задали вопрос в такой форме: что будет делать Россия, если другие страны установят дипломатические отношения с Чеченской Республикой? На что Примаков ответил: тогда в этом случае Россия прервет дипломатические отношения с той страной,
который установит с Чечней дипломатические отношения. И, конечно, это был очень серьезный и сильный месседж для всего мира. И, в принципе, это было своего рода наложение табу на то, чтобы оказать какую-либо помощь послевоенной Ичкерии, то есть Чечне. Но случилось так, что Великобритания, несмотря на на запрет со стороны России, на уровне на уровне коммерческой организации Granger Telecom, как вы упомянули, решили все-таки заключить соглашение напрямую с правительством Чеченской Республики Ичкерия о создании на территории Чечни независимой связи. Независимая связь, как вы знаете, это основа национального суверенитета. И, конечно, России это было очень нежелательно для России, потому что наша связь была напрямую связана, напрямую все зависело от России, потому что Россия в любой момент могла отключить выключить нас от внешнего мира, выключив телефонную связь. И в этой ситуации, конечно, мы тоже очень серьезно относились к этому вопросу. И был заключен контракт между двумя организациями. Правительство, как раз я курировал этот вопрос. Мы создали Chechen Telecom, компанию, чеченскую телефонную компанию по сотовой связи, беспроводная связи. И они начали работу. И на удивление работа пошла очень быстро, и англичане очень оперативно работали. Мы через Грудью заставили всю оборудование, и буквально через несколько месяцев, даже меньше года, уже связь была практически готова. Вот моя последняя встреча с 3 великобританцами и новозеландцами была как раз 2 октября. Это было на второй день, 3 числа, они должны были прострелять спутник. И с этого момента, с этого времени, с завтрашнего дня практически, когда мы с ними прощались, у нас начинала работать независимая связь. И, конечно, это было величайшее событие. Мы со своей стороны процесс этой работы очень серьезно освещали в средствах массовой информации, в частности, чеченское телевидение постоянно освещало продвижение этой работы. И, естественно, для России это тоже не было секретом, что мы такую работу ведем. И, к большому сожалению, вот в эту ночь и были похищены наши партнеры, зарубежные партнеры, которые устанавливали связь. То есть им не дали довершить эту работу. 2 на 3 утром они были похищены. И вот это было начало, наверное, начало античеченской пропаганды и со стороны России, и в принципе это было уже подхвачено и, к большому сожалению, серьезными зарубежными средствами массовой информации. И на политическом уровне вот с этого момента, я думаю, отношение к чеченскому руководству изменилось во всем мире. Это была, наверное, самая удачная из всех операций, проведенных российскими спецслужбами после первой военной кампании на территории Чечни, о чем Аслан Масхадов и говорил в своем заявлении. Требовали ли выкуп преступники? И какие меры принимало правительство по розыску и освобождению похищенных иностранцев? Насколько мне известно, был один звонок в Англию с требованиями выплатить $10 миллионов за заложников, удерживаемых ими на территории Чечни. Есть информация в сети, что виновным в похищении был Арби Бараев. Так ли это? И в СМИ тех лет ходила информация о участии в этом Аль-Каиды и лично Бен Ладена. Прокомментируйте, пожалуйста, это. На самом деле, насколько мне известно, Бараев с самого начала не был вовлечен в эту операцию или в это преступление. Хотя в последующем уже непосредственно та группировка, которая
захватила заложников, обратилась к нему за помощью с тем, чтобы он как бы защитил их от преследований структур, от преследований, потому что непосредственно сразу же после этих событий, буквально на второй день утром, Масхадов созвал всех силовых министров, я участвовал на этом совещании, и он сказал, вот сегодня решается вопрос, быть чеченскому государству или нет. Если в ближайшее время не будет разрешен вопрос и не будут освобождены заложники, иностранцы, то с этого момента можно считать, что для всего мира мы являемся не государством, а какими-то бандитскими анклавами на территории Северного Кавказа. Потому что Аслан Масхадов понимал, насколько серьезно, и ставки были очень серьезные. И с этого момента начались все силовые структуры, начали поиск похищенных иностранцев. И в последующем, как стало известно, Бараев сам подключился к этому процессу уже намного позже. А относительно Аль-Каиды, вот в то время мы вообще ничего не слышали про Аль-Каиду. Для нас она была абсолютно неведомой организацией, мы даже не знали о ее существовании. Поэтому в то время, в любом случае, никаких связей с Аль-Каидой непосредственно, хотя разговоры об Усаме бен Ладене ходили, но это была чисто российская операция. Там ни Усама бен Ладен, ни Аль-Каида, никто не был задействован. Были задействованы спецслужбы ближневосточных стран и спецслужбы Российской Федерации. Это однозначно было нами установлено, и в последующем, я думаю, что сами англичане, сама Великобритания, как бы тоже у них была информация о том, что происходило в тот период на территории Чечни. По версии средств массовой информации, вместе с иностранными инженерами в плену находился дагестанец, профессор Магомед Чагучиев. Действительно ли это было так? Ну, я не могу на этот вопрос ответить, потому что я в действительности не знаю, потому что в то время в Чечне было много заложников, это факт, но вот содержались ли они вместе или нет, вот такой информации ни у меня, ни у следственных органов, которые проводили расследование по этому вопросу, не было. Но в всяком случае, мне об этом ничего не известно. Следственные органы нашли виновных в похищении? И кто был заказчиком? Поисками похитителей и похищенных иностранцев занимались одновременно две службы. Это официальные силовые структуры Чеченской Республики и служба безопасности Чечен-Телеком. И они, к большому сожалению, как позже выяснилось, вели очень, в принципе, несогласованно. Они вели каждый самостоятельно свое расследование. И служба безопасности Чечен-Телеком раньше обнаружили и вышли на след, ввиду того, что они как бы использовали вот такой традиционный прием. Они объявили вознаграждение $50 000 за информацию о похитителях и о местонахождении похищенных. И они эту информацию получили. Они получили информацию по поводу похитителей. И им удалось задержать непосредственного участника и главаря этой банд-группы, которая похитила иностранцев. Но, к сожалению, они допустили, служба безопасности Чечен-Телеком, они допустили трагическую ошибку. Они отпустили его супругу, которая оказалась вместе с ним в машине, когда они его задерживали. И она уже, в свою очередь, предупредила других членов банд-группы, и они перевезли заложников в другое место. И когда служба безопасности Чечен-Телеком установила о местонахождении, со слов непосредственного похитителя этих людей, их уже там не было. И в последующем это сыграло роковую роль в судьбе вот этих 3 великобританцев и 1 зеландца, потому что освободить нам так их и не удалось, потому что вот эти бандформирования, которые их захватили. И что интересный нюанс, мы
в результате расследования было установлено уже чуть позже, что переговоры о судьбе этих англичан, 3 великобританцев и новозеландцев, с Чечни вели через Ближний Восток. Арабы, это был непосредственно Абу Зейд, который отдал фатву об убийстве Аслана Масхадова, он же и отдал фатву, вернее приказ чтобы отрубили отрезание, приказ, чтобы отрезали головы иностранцев. И он непосредственно согласовывал этот вопрос с Ближним Востоком. Телефонные связи, и в последующем это, я думаю, и спецслужбы Великобритании установили это непосредственно в любом случае, что один субъект этих переговоров был непосредственно на Ближнем Востоке, Россия, Москва и вот эта бандгруппа, которая находилась в Чечне и решала судьбу 4 заложников. И они вынесли решение приговорить их к смерти с тем, чтобы власти Чеченской Республики не смогли добиться их освобождения. Вот насколько наше следствие располагает информацией о происшедшем в те годы. Как это похищение повлияло на отношения вашей республики с другими странами? Знаете, Татьяна, это, наверное, это было самое серьезное поражение вообще нашего государства. Потому что вот с этого времени практически Россия без оглядки на западный мир, исламский мир практически всегда был на стороне России, вот без оглядки на западный мир Россия начала готовиться ко второй военной кампании. И они эту войну начали, потому что это как бы являлось уже последним, что заставило или вынудило западный мир отвернуться от Чечни и от наших проблем. Хотя все понимали, что все эти происки и все, что творилось между двумя войнами на территории Чечни, это все было провоцировано Россией, и за этими преступлениями, похищениями, за всем, что происходило, во всем негативном, что происходило на территории Чечни, стояла Россия и российские спецслужбы. Но это как бы не снимало ответственности из нас, из нашего руководства. Мы на самом деле потерпели поражение вот в этой, не в открытой войне. Если в первую военную кампанию, в открытой военном противостоянии чеченцы и чеченский народ сумели противостоять российской агрессии, а вот в этих провокационных действиях и вот в этой грязной войне спецслужб мы не были подготовлены, у нас не было соответствующих структур, которые могли достойно противостоять этому. Это было наше поражение, и с этого момента весь мир как бы отвернулся от нас, и Россия готовилась делать то, что она сделала. То есть мир, в принципе, с этого момента закрыл глаза на трагедию чеченского народа, и Россия в результате второй военной кампании убила более 100 тысяч только гражданского населения. И мы знаем, сколько было совершено массовых убийств, и сколько было совершено преступлений, которые международными правозащитными организациями и в соответствии с принципами и нормами международного права рассматриваются как военные преступления. Но до сих пор ни Россия, ни руководство России, которое совершало эти преступления, не привлечены к ответственности. Но мы уверены в том, что рано или поздно, так как эти преступления не имеют срока давности, военные преступления, все равно мы добьемся того, чтобы привлечь этих людей к ответственности за содеянное на территории Чечни. Огромное спасибо, Ахмед Халидович, за ваши ответы. В истории каждой страны бывают темные пятна, которые необходимо освещать, рассказывая людям правду. До свидания. Вам спасибо, Татьяна, за то, что вы
несмотря на сроки, которые прошли, вы пытаетесь разобраться в случившемся в этом, вы пытаетесь донести правду об этих трагических событиях, которые произошли на территории Чечни, которые играли очень большую роль в трагедии чеченского народа. Спасибо вам за то, что вы сегодня делаете и распространяете правду о тех событиях. Огромное спасибо.